Yine şu 37. yılına kelip alganda ne alganlar? 2 kapşık kitaplar. Bilimden Татары Волжского левобережья, которых многие по привычке называют мишарями, имеют значительные отличия в языке, быту, нравах, культуре, то есть в том, что называется этнографией. В дореволюционные годы этнографией татар левобережья интересуются казанские авторы Гайнеддин Ахмаров и Зариф Башири. В те времена на рубеже XIX и XX веков усиливаются культурные контакты между разными группами татар. Казанские учителя едут преподавать в мектебах и медресе Пензенской, Тамбовской, Саратовской губерний. Знатокам татарской литературы многие скажут такие имена, как Нажиб Думави, Карим Амири, Закир Хади, Миргази Зукмаси, Салях Атнагулов, уже упоминавшийся Башири. Кроме Атнагулова, это все старые татарские писатели. В обратном направлении едут шакирды для продолжения обучения в татарских медресе Казани, Заказани, Оренбурга и Уфы. В целом население татарских деревень к началу XX века было грамотным. Из среды татар появились собственные писатели и поэты, например, Фахрулислам Агеев, Шариф Камал, Гафур Кулахметов, Хадид Акташ, Ибрагим Башмаков. Эти авторы работают в жанрах поэзии, прозы, детской литературы, а вот этнографические произведения местных авторов мне не были известны. Пока пару лет назад, побывав в хранилище Пензенского областного краеведческого музея, я не ознакомился с фондом видного этнографа Гвоздева. В этом фонде содержатся материалы обследования по теме о влиянии Первой мировой войны на быт населения. Обследование проводило этнологическое отделение Российской академии истории и материальной культуры. Это предтеча Академии наук СССР. Базировалась эта организация в Петербурге, то есть в Петрограде. Оно проводилось по стандартному вопроснику или анкете, заполнение которой поручалось местным учителям. Всего было собрано 66 анкет из такого же количества населенных пунктов Пензенской губернии. Среди коротких, лаконичных, односложных анкет мое внимание привлекла рукопись на 7 страницах с повествованием о быте, социальной жизни и духовной культуре села Большие Полянки Инсарского уезда на русском языке. Рукопись начинается так. Деревня Большие Полянки той же волости Инсарского уезда, татарское название Зурыса, улицы Зурурам, Кызылъяр, Артурам, Самодуровка и Кузьмин. По преданию, основатели пришли из Актюбы. Их было 9 дедов, потом приняли еще 3 дедов, и можно сообразить от этого, что у нас в деревне главных фамилий 12. Жилища и постройки. Усадьбы положены в главных улицах рядами и расположены по обеим сторонам дороги и рек в одну линию. Местами только есть уступами. У зажиточных усадьбы загорожены, у бедняков нет. В конце рукописи подпись автора. Учитель Нагорно-Полянской школы первой ступени Большеполянской волости Инсарского уезда Умяр Капкаев. Марта 10-го дня 1925 года. По прочтении документа у меня сложилось мнение, что автор демонстрирует глубокое знание предмета. Настолько подробное описание и наблюдение жизни татарского народа встречается только у профессиональных этнографов и литераторов. Это говорит о том, что автор основательно интересовался бытом и культурой родного села. Об истории возникновения села он упоминает очень вкратце, но емко. Можно предположить, что он опирался на какие-то рукописные источники. Поиск в интернете быстро дал результат. На сайте организации «Мемориал» нашлась короткая справка на человека с таким именем. Капкаев Умяр Хикматулович. Дата рождения – 1880 год. Место рождения – село Большая Поляна. Пол – мужской. Образование – высшее. Профессия, место работы – служитель религиозного культа, мулла. Место проживания – село Большая Поляна. Осужден 22 мая 1938 года. Осудивший орган – комиссии НКВД СССР и прокуратуры СССР. Приговор к высшей мере наказания. Дата реабилитации – 17 декабря 1959 года. Найти наследников Умяра Капкаева также оказалось делом несложным. Умяр Капкаев дал начало учительской династии. 5 из 6 его детей стали учителями. Старший сын Мухаммедша долгое время работал директором школы. Учителями стали и 2 дочери самого Мухаммедши.
Одна из них, Сания Мухаммедшаказа, проживает в селе Большая Поляна. К ней в гости мы и приехали в 2020 году. Вы видите фото, опубликованное в 2013 году в республиканской мордовской газете «Юлдаш». В центре на фото Сания Апай, слева от нее дочь Наиля, еще левее внучка Светлана Кильдеева, нынешний директор Большеполянской школы. Сания Апай рассказала нам о своем деде, о том, как его арестовывали, об отце и о его семье, о школе, в которой проработала больше 40 лет. Сания Апай бережно хранит доставшиеся ей от отца фотографии своих родственников, сделанные до революции и после нее. Некоторые из этих реликвий будут представлены в фильме. Да. Была dev babayım. Tugan ol примерно 1880 yılını İsa avlunda o vakitte Kadoşkin rayonu Pendinski область bu vakit bulgan. Şunda okugandan so'ng kichkina vaqtdan o'qib dinga berilib mulla bo'lgan. Aning mulla bo'lganligina revolyutsiyaga qadar u yaxshi mulla bo'lgan, aning o'zining iyi bo'lgan, iyi yanında o'zi masjid degan. Avlumuzda bo'lgan 7 masjid. Evet, şu benim indi babayım indi bize de kart etti diye. Evet, o üzerinin evi yanında mescitte degan, şu mescitte okutkan. Evet, şunda benim eniyim de etiyim de 1903 yılını. Значит, он примерно 1-2 yıl вперед indi, 1-ci yılını, значит, ulangan bulurga tiyiş. Ulangandan so'ng, bala tuva 1-ci bizning eti. Eti bizniki ipritom. Ulene şulay yok İsa kızın Aliye babay nine ebeyni. Ondan sonra ul yakşı mulla bulganга göre anı libereler ukurga ufaga ufada ukıp kayta annan. Tırmışı anıkı bula 1937 yılga kadar avuldatırıp alarnıkı bula 12 balaları şu 20 primer yıl içinde 12 balalar bula. Anın bula 6 kızı 6 malayı. Şu 6 neden 6 malaydan bizning eng zo'risi bula benim etiyim, eng kichkinasi bula 1924 yılda tug'an Rashid malaya. Anaki alarning 12 baladan şu 20 yıl içinde balaları 6 balası üle. Bu vakitte balalarını köp liçititüler yok idi. Bulmagan bir ne yok idi deyip beni de aytalmam. Bulmagan. Поэтому olanlar 6 balası üle. Kala 6 balası. 6 balasının ikisi malay, ikisi kız. Alarını o şu kart etiyim ne babayımın da etik. Bunda diden revolüsyadan so'ng bilasiz, что dinni bitirerler. Şundan so'ng endi o'qituvchi bo'lib maktabda ishli boshli. O'qita u 1937 yilga qadar. Вот nida anda fotokарточкада ko'rgan biz sizga ko'rsatdingiz. O'quvchilari bilan. Andan meni balalari da aniki şu 6 baladan 5'si o'qituvchi bular. Benim eti biolog idi, direktorim shkola uzak ishladi 56 yilga qadar. Ondan so'nga qolgan brati idi Vali.
Veli abi тоже şulay okulige, uktuşiydi matematik avulda işledi. Niye? Reşit sınıfı en kiçkine balaları anı bunda okup bitirgenden soň Saranskida kite Uzbekistan'a, ulanda Uzbekistan'da işledi. Uzbekistan'dan indi vat kakçan Uzbekistan'da onu nedir razberiha buldu, alar gittiler bunda. İç karındaşı, iç kardeşi anıkı birisi de emegilsin. Ul uktuçu tegeliydi. No ul tırmışka çıktı uktuçuga. Nige Bırakayevka. Andan birisi начальник klas uktuçusuydu. Bir de bizim mektepte işledi, kutmuda işledi. Birisi idi Münire. Ul işledi. Родной языкны okuttu. Bir de okuttu. Andan alar Lembergski rayonda işlediler. O şulay ittirip tırmıştı dediler. Her birisi üzerinin tırmışın. Nige etini kindi vata. Biz 4 balası idi. Vat benim apam, 2 bratişkam. Vat biz şulay iki apam bilen biz iki doğru şolay yok. Высшим образованиялар aldık, okuttuk. Ben последний yıl, 88. yılında gittim mektepten, 40 yıl işlep. Nanya'da aldık, tırıştık. Köpme avılında mümkün bulganca. Nige avıldağı kulturanı küterüde bizden etilerinde bek katı köp işlegen bulgan. Alar işlegenler, eti bizniki bek yakşı piyasalar koyaydı. Biz indi okutuşular, üzümüz indi okutuşular bulgaç, şolay okudu, sinistama deyitilmişler de her vakit katnaşaydı. Ben, например, üzümde atsam, общественный штаб bek köp işlenileydi. Ben председатель товарищеского суда da işledim. Ondan sonra Женский совет'ta da işledim, профсоюз'da da işledim. Okuttuk matematikanı. Nagradalarında şükür var. Kayda okudunuz? Saranski'da okudum, ilk Saranski'da. Ondan sonra Penza'da. Penza bitirdim ben, Penzanский педагогический институт имени Белинского. Вот, niye? Nagradalarından benimki РСФСР, ilk РСФСР idi. Правительстводан da var, Центральный neden de var, Профсоюз'dan da var. Под şimdi 78. yılını verdiler, заслуженный звание, заслуженный учитель Мордовской ССР. Şulay ettirip, ali kartetiге tağın kiri kaytsak. Anı 37. yılını anı aldılar. Şunun bilen, biz anı bilen praşyat etildik oynatırken. Artık indi biz anı görmedik. Поэтому anın turunda vatamin, anı 37. yılını aldılar, ben 28. yıldı. 9 yaş bulganға göre köp menen oturda bilmem. Vat benim sitram indi bile, okutkanın da bile, neyini de bile, geografiyanı okutkan. Ben indi alarını... Ol indi dünyada tegel. Dünyada tegel, burada dünyada tegel. Bizden indi hele, bizden kurgumuzdan yalnız kaldım. Ben indi 4 yaş. 92 yaş. Subhanallah. Elde şükür tıram. Yaşayım. Ülmedim. Şuna tevhid. 9 yaşlık valla nedir dedi. İstevullah yok. Bir ikinci şu dinini bitirebilen o vakitte. Biz de okutuşular bulganға göre, biz de bir katı kısaydılar ne boyunca. Patriotik воспитаниеға biz kirdik. Tak işte din turunda köp bilişmedik. Elbet indi dinini küterdiler. Elki kaya bizni ateistik воспитание turunda neşe gruba gönderkenler bitireydiler. Nile, воспитательный planlardan ileride. Вот şulay. Biz bu turunda ettim. Вот eniyim, etiyim, şu iki nefistram, iki neyvet
Bratişkam. Biz sistra bilen ike uktuşular, etigiler nige железнодорожный техникумdan bitirgen idi bir bratım. İkincisi elektrikçisi. Alar bir de okup bitirdiler de, alar gittiler Ertirhan'da, anda indi evlendiler de, durdular da, grubu yaratkanda öldüler de. Evet. Вот şulay. Ярый, туктап. Мына біздің Файзулла бабайны білмейдіңізме? İşitken var. Nedir dedi de. Bilmeyeyim ben kategorisi. Ол да бит укытушы болған. Bulgan, avulda da bizim ötesi avulunda da köp okutkanlar. Latıştan okutkanlar. En birinci direktör da bulgan Yamagulov. Bizim mektebinde direktörü. Вот ondan sonra on direktörler izgara vardı. Hatta eti bizimkini primer substansın direktörüm işledi. Ana 41. yılını suguş kaldılar. Zavıçım işliydi. Aldılar da ondan kildi ranınlı. Вот ranınlı kilgeç bunda indi direktörüm işli başladı. Ana nige lёгкиларга ранили. Şurada nini ranınlı da ipritom vakit irlerniler indi köbüyü gidi. Anı bron bilen tuttular. Artık uzatmadılar. Вот şulay ittirip ul 56. yılga kadar direktörüm işledi. Вы видите запись с торжественного открытия нынешнего здания Большеполянской средней школы. Санья Апай и ее старшая сестра Сагидя неоднократно попадают в кадр. На первом фото супруга Умяр Муллы Адиля Тахирказа и их старший сын Мухаммедша. Фотография сделана в фотоателье Чернобровкина в городе Инсар в 1916 году. На следующей фотографии уже повзрослевший Мухаммедша со своими родственницами. Фотография, вот, судя по костюмам, выполнена уже немногим позже 1917 года. На следующей фотографии большая семья Умяра Капкаева. Здесь вы видите его супругу, дальше Мухаммедша Капкаев со своей женой, две взрослые дочери Умяр Муллы и внуки. И обратите внимание, в правом нижнем углу его младшая дочь Санья, наша сегодняшняя собеседница. А вот на этой фотографии, не удивляйтесь, прославленный футбольный вратарь Ринат Файзрахманович Досаев со своей невестой Нелли Газ. Дело в том, что его мать Шафика родом из Большой Поляны, и она приходится Санье Капкаевой двоюродной сестрой. Сам Ринат родился в Астрахани, Санья Апай была приглашена на свадьбу, которая состоялась в Москве. Оттуда и фотография. Когда этот фильм монтировался, неожиданно обнаружилось, что не я один интересуюсь биографией Умяра Капкаева. Алексей Новоселов из Перми давно занимается восстановлением белых пятен прошлого села Большая Поляна. Село имеет богатое прошлое, отсюда происходят многие известные личности, и одновременно всю советскую эпоху шел процесс уничтожения следов этого прошлого. Сначала были репрессированы промышленники, затем в первые годы коллективизации репрессировано духовенство. По словам Саньи Апай, с того момента, как были арестованы и удалены из села наиболее богатые и образованные жители, обеднела и жизнь села. Она это сказала на говоре села Авал Инда Кайтарган. В 1937 и 1938 годах механизм репрессий захватил еще большее число большеполянцев. Имена репрессированных оказались в забвении. В 50-е и 60-е годы были снесены сохранившиеся здания мечетей, волостной больницы, казенной школы, каменные склады и магазины. То есть никаких материальных свидетельств дореволюционной жизни богатого села с 6 мечетями в наши дни не осталось. Алексей Новоселов, опираясь на архивные документы, занимается историей мечетей села, устанавливает родственные связи с духовенством. Он нашел и оцифровал метрические книги и документы Духовного управления мусульман в Уфе. Благодаря этому удалось восстановить раннюю биографию Умяра Капкаева. Родился он 18 февраля 1880 года в семье потомственного муллы. Отец Мирза Хикметулла Мухаммед Мусин Капкаев
годы жизни с 1855 по 1890, с 1876 года был имамом и мугалимом первой соборной мечети села Большие Полянки Инсарского уезда. Умер довольно рано. Два его брата Инаятулла и Мирзаджан также были мусульманскими проповедниками. Несколько слов об Инаятулле Мусине Капкаеве. Он 1856 года рождения, получил образование в медресе Кашкары за Казани. В 893 году его пригласили работать в Оренбургское Магометанское духовное собрание в Уфе. Вы видите коллективное фото Совета попечителей Оренбургского медресе Хусайния. На этом фото есть золотопромышленник Закир Амиев, известный как поэт Дердмянт, издатель и писатель Фатих Карими, этнограф и депутат Государственной Думы Гайсай Никеев, Казы Хасян Гатага Бяши. И в первом ряду второй справа это Инаятулла Капкаев, Казы Духовного управления. Сохранился построенный им в Уфе дом на перекрестке улиц Зяки Валиди и Новомостовой. Могила находится на старом татарском кладбище Уфы. Его племянник Умяр Капкаев окончил медресе в Уфе. С 1904 по 1917 год мулла имам Медарис, по-нашему это директор школы, первой соборной мечети села Большие Полянки Инсарского уезда. В 1914 году возведен в звание ахуна. Алексей Новоселов обнаружил в Госархиве в Уфе несколько документов, связанных с Умер Муллой. В 1915 году Инаятулла Капкаев ходатайствует о том, чтобы в четвертый приход села Большие Полянки, в котором он работал имамом до переезда в Уфу, был назначен его племянник Умяр Капкаев. Четвертый приход, Кюль-Мячте, находился в центре села, рядом располагались властное управление, казенная школа, властная больница, и, по всей видимости, служба здесь была почетнее и денежнее. Сохранилось и ответное прошение прихожан четвертой мечети с просьбой оставить приход в руках имамов Яналеевых. Село Большая Поляна, по-татарски Иса, дало татарскому народу много ярких личностей. Одной из таких личностей является народный сказитель, хранитель старинных народных песен, слепой певец и музыкант Абдулла Кротов. В 50-е годы ученые Казанского института языка и литературы записали в его исполнении около 50 песен, которые отражали музыкальный быт татар-Мордовии. В репертуаре народного исполнителя самобытные, лирические, свадебные, солдатские песни, старинные баиты. А еще Абдулла Кротов описал обстоятельства своего рождения в стихах. Ауларга тиев таралган, 19 елларда, көп кішін алып кеткен, кері қайтмас соңғы юлларга. Йығышлы тиев түрлі ауру, барсы да бірге жиылған, һәр көн сайын зәрәтләргә 3-4 кеше күмелгән. Атабыз, сыерыбыз үлгән, әтиемне тиев алган, 9 ян гаилә язмышы әнием башына калган. Рәхмәт инде Умәр муллага, бушлай танасын биргән. Шул тананың сөтен эчереп, әнием безне үстергән. Абдулла Кротов родился в тяжелом 19 году, когда в стране шла война, царила разруха и свирепствовали эпидемии. Через 2 недели после его рождения от тифа умирает отец. Обессиленную родами и болезнью мать с ребенком от смерти спас мулла Умяр Капкаев, который привел к ним на двор собственную корову, чтобы в семье было молоко. Очень скоро после Октябрьской революции Умяр мулла оставляет службу в мечети. Мусульманскую школу при своей мечети он преобразует в советскую школу первой ступени. В ней учились 4 года, то есть это начальная школа. Если раньше его больше знали как Умяр мулла, после революции он стал Умяр учитель. В 1927 году в селе открывается ШКМ, школа колхозной молодежи. В ней учились уже 7 лет. Умяр Капкаев переходит работать туда. Видимо, это спасло его от репрессий в 1929 году. Вместе с ним работают сын Мухаммедша, преподает биологию, работает завучем, и дочь Фарида. Умяр мулла преподает географию и биологию. В школе он работает вплоть до ареста. Следующая волна его не миновала. И обратите внимание, что в обвинительном документе тройки НКВД по профессии он указан не как учитель с 30-летним стажем, а как служитель культа, то есть идеологический враг. Переходим к заключительной, наиболее трагической части повествования Сайнии Капкаевой. Заманға қайтсақ, мулла ауылда уважаемый кіші болған. Соң бик
Amına хозяйствосы ничек булган? Байлар mı? Yok, baylar tegil. Vata bizning kartetini şu 37. yılına kilip alganda ne alganlar? 2 kapçık kitaplar. Evinden 2 kapçık kitaplarını alganlar. Orada religiyonular. Aha. Вот вес bayıldı şu bulgan. Nu bulay üleri alartaraydı vatanide. Kuzmin uramda. Kuzmin davana perihot yanındaki vata hadetun paraflartara şu bizning urnumuz. Kartativler bizniki şurada tudu, bizden de tuduk. Songa indi bizniki iş bala bulgaç etiniki küçtük teginde indi üsata balıp niyeti yakı küçtüler. O nişançı yılını bulgan. Hazretim 30 küçüğü biz mi? Da kuşuğu biz. Küçüğü biz hazır bin idin ikinci klasta, üçüncü klasta Nagor mektebinde, Nagor'da da var idin iki mektep. Ve biz indi sınıka Nagor'ga, mındagılar yeriydi o Tayta mektebine. Tegi yak ise nige yeriydi Nagor'ga. Ul bu tak ikinci klas tuğuz, 11 28, 15, 37 karteti yok idindi. 39. yıllar bulgandır. 39. yılını bulgandır bizden de küçtük. Etiniki şu balasıydı. O şulay tırmış. Ya alıp gittiler, şu Kuzmin uramından mı NKVD alıp gitti? Üzüvinden daha şunlar. Üzüvinden. Tinni kilgenlerde Hazretim nige biz intikimde tıraydık. O kilgenlerde kartetini alganlar tinni nige ebiyim indi karteniyim kalganında tinni kilmedi bizge etirge. Annan irte bilen merhum terazini şakap çud yaktık kaç kilip terazini şakıydı etige ete neye atagızını aldılar. Vat şulaylıkkaga artık biz anı görmedik. Anı kaynal. Vat şimdi formada tırmışlarını vat şulay işlediler. Annan eti kurkup tıraydı. Bu 37, 38. yılın tagın kildiler taşı vakti idi. Su taşı vara. Kildiler milisiya avuldan tagın aldılar. Bizden vata körşü bizden aldılar. Annan nene Zekeriya'nın etisini aldılar. Zahar Yusuf'un nene. Alar isimlerini ayta alasız mı, familyelerin? Ya ilki bakalar bayraklar vurganlar indi azgına. Bayrak. Azgına bayraklarından min elde de isimde bizim yüzüne kırdık bitikten karşılaydı. Niye? Eti elde de benim küs karşımda. Eti üde. Rasmında editeler milisalar yeri eti korkup tıra temini de almasınlar. Murla ılı. Vat tek var şurayı. Anda baramındakile bularını baka kırmıyorlar mı bizge? Nu bizge kırmadılar. Etini kaldırdılar. Nu zato vat etige partiya kalmadılar. Kalkmurla ılı. Birisinde Allah'ı düşündü palajinyaydı. Almıyorlar. Mulla alarını vitkak bıraktılar. O da Allah'ı tilkin ettiler. Sonra bana rehabilitiler da. Pozdno уже. Kaç yılını rehabilitirvali? Rehabilitiler de pozdno. Yılını точно bilmem. Niye? Rehabilitiler doktor. Alar ilki köbetiler yazdı da sırada da nittiler de kayalığında kaçan da atmadılar da bilmediler de bulay ısluk buyuncağına kalbuttu balarını götürgenler sırada nitke kaya duranda atıp nitip naskolki pravdı Hıday bilsin. Vata bu partiyanı da şu Zekeriyanın ateisinde bizden körşü bizde Muhammed Şah'ın atasında aldılar. Şulay alarının ölümü ölüm buldu şulay kaçır bulmadı.